Здравствуйте. На улице не поймешь что, не то зима, не то осень поздняя. Казалось бы, то, что не холодно, уже хорошо, однако проблемы со здоровьем, такие перепады температур, климата, они все-таки создают. И как следствие, в школах Якутска продлены осенние каникулы. В мэрии столицы республики сегодня обсуждали, что делать дальше. То есть продлять эти каникулы или уже довольны. С понедельника дети начнут снова ходить в школу. Вот как раз большую часть сегодняшней нашей передачи мы посвятим тому, чтобы выслушать мнение сторон в ответ на этот самый вопрос. Но сделаем это сразу после рассказа о наиболее заметных событиях дня. Здравствуйте. 15 ноября мог стать черным днем для нашей республики. Именно на этот день было запланировано подписание мировых соглашений по имуществу Якут-Алмаза и Якут-Угля. Об этом в начале месяца заявил президент Якутии. Возможно, до конца дня это еще и произойдет, но в нарушение постановления Госсобрания Республики. Депутаты обязали правительство подписать соглашение только с их санкцией, а ее еще пока нет. Ну, ситуация и в самом деле ведь непростая. Только я не понял, при чем здесь депутаты Госсобрания, ведь президент заявил еще в начале месяца о том, что тексты этих соглашений давно согласованы с Москвой. На самом деле, и сразу после этого, замечу, ушел ведь в отпуск, как, впрочем, и год назад, когда вот после подписания вот этого печально известного протокола относительно имущества Алроса. Ну, и это я к тому вспомнил, что, может быть, через какой-то месяц-другой мы узнаем о каких-то других договоренностях, о которых президент не сказал ни депутатам, соответственно, и общественности тоже. Фонд защиты гласности составил карту гласности России. Накануне она была представлена журналистам в Москве. При составлении карты субъекты федерации были распределены по степени свободы региональных средств массовой информации. Эксперты ставили оценки: свободно, относительно не свободно и не свободно. В категорию относительно свободных попал 21 регион, включая Москву и Санкт-Петербург, а также наши соседи Алтайский край, Иркутская, Новосибирская, Камчатская и Сахалинские области. Больше всех оказалось относительно несвободных регионов. В этом списке мы находимся седьмыми из 43 мест. А абсолютно несвободных регионов в нашей стране эксперты насчитали целых 17. Сюда попали республики Северного Кавказа, а также Татария и Башкирия. А из наших соседей Амурская и Еврейская автономные области, а также Хабаровский край. Замечу попутно, что ведь эта карта появилась после того, как Международная организация «Репортеры без границ» составила свою карту свободы слова. Но для всего мира, конечно. Но вот в отношении вот этой мировой карты свободы слова руководитель Российского фонда защиты гласности тогда сказал следующее. Лично для меня 147 место, которое заняла Россия из 168 всех там содержащих, показалось оскорбительным. И тут же заявил, что с точки зрения фонда защиты гласности в России вообще нет свободы слова, как из общественного института, складывающегося из определенных традиций, навыков и внутреннего законодательства. Наверное, вот именно по этой причине наша карта, она не свободы слова, а именно свободы средств массовой информации, то есть то, насколько свободны журналисты, средства массовой информации в сборе этой информации, ее интерпретации, подаче и после этого еще и распространении. И о других событиях. Мы уже упоминали о резких переменах погоды. Так вот, негативно погода сказывается не только на самочувствии горожан, но и на состоянии дорожного покрытия. За неделю на дорогах республики в результате дорожно-транспортных происшествий погиб 1 человек и получили ранения 10. Об этом сообщает Госавтоинспекция. Надо признать, что ведь аварийная ситуация на дорогах наших — это явление такое всепогоднее. Да, конечно. Летом дети находятся вне школы, без присмотра родителей. В межсезонье, соответственно, гололед появляется. Зимой, опять же, туман. Да, смотреть надо в оба и не только себе под ноги. Чемпион мира по борьбе из Якутии Виктор Лебедев надеется сохранить за собой золотую медаль после повторного допингового анализа. Об этом сам Виктор Лебедев, тренеры и председатель Госкомспорта Республики заявили на специально проведенной пресс-конференции. Напомним, что Виктор Лебедев стал чемпионом мира среди юниоров в сентябре этого года, а через 1,5 месяца пришел факс о том, что в его крови допинг-контроль выявил следы препарата Балдамен. Этот препарат принимается для увеличения мышечной массы, а Виктор Лебедев, наоборот, был занят тем, что сгонял вес. Сам борец заявил журналистам, что несмотря на результаты повторного анализа, он полон сил и желания в будущем подтвердить свой успех. Эксперты, надо сказать, оценивают точность этих анализов в 99%, очень высокая степень вероятности. То есть все равно шанс как бы то ни было, шанс все-таки остается 1%. Да, в 1% он есть, на это, собственно говоря, и рассчитывают и руководители нашего спорта, и сам борец, и его тренеры.
И еще об одной проверке. Она касалась противопожарного состояния игорных заведений и игровых павильонов города Якутска. Неделю назад мы сообщали о том, что прокуратура столицы республики выдала предписание противопожарной службе, а также управлению Роспотребнадзора о проведении таких проверок. В результате была приостановлена работа 7 тотализаторов, и одно заведение было оштрафовано. Ну а теперь о гриппе и прочих сезонных недугах. На прошлой неделе наш город прославился на всю страну тем, что оказался в шестерке городов страны, в которых был превышен эпидемический порог по заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями. Ну, правда, с тех пор кое-что изменилось, в частности, порог заболеваемости, количество, вернее, заболевших явно пошло на спад. Так, а скорой помощи как у нас дела? Вот у нас скорая помощь неделю назад была перегрузка. Помните, Наталья Ивановна, когда На сегодняшний день, значит, у нас, если взять с 3 ноября, самый пик, значит, вызовов, это был 5, 6, 7 ноября. На сегодняшний день, значит, вызовы составляют, вот если считать с пятницы, 96, в субботу 73, в воскресенье 80, 57, вот на вчерашний день 36 вызовов всего. 36, ну это уже ниже, это Да, не поэтому это норма, уже как бы мы это- входим в норму. Среди детей дошкольного возраста уже эпидпорог снижен, ниже эпидпорога. Остается пока выше эпидпорога только дети школьного возраста, 7-14 лет. За это время из числа обследованных выявили положительный вирус гриппа только 9 проб положительных. Это грипп А 3 пробы и грипп Б 6 проб. И все. То есть из всех этой массы, вот 2000 заболевших. Я почему спрашиваю, Наталья Только- Ивановна, ага. потому что у нас население думает, прививка это от всего, а грипп это совершенно другое. И у нас порог гриппа это ожидается где-нибудь в январе всегда, как всегда, гриппозный. Поэтому сейчас прививки ставить возможно. Да, мы можем Чтобы до люди не 1 боялись, декабря, это- до 1 Никита Никитич, вот еще такое часто довольно бывает, можно бывает слышать, что ребенку там поставили, скажем, вакцину, все, а все равно заболел ОРВИ. Что можно сказать по этому поводу? Делая вакцинацию, мы как бы избегаем того, что ребенок болеет гриппом, а ОРВИ, конечно, к сожалению, у нас нет специфической профилактики, поэтому ребенок может заболеть. Ну, в данном случае мы можем только посоветовать родителям, чтобы ребенок соответственно одевался по погоде и чтобы получал достаточно хорошее питание и как бы Закалялся. Да, закалялся. Мы начинаем прививку с сентября По России до декабря. как идет, Да, так до и к нам. декабря. Значит, специфический иммунитет развивается у человека через месяц после постановки вакцинации. Ну, так что не все еще потеряно, и смысл уколоться и предохраниться таким образом от возможного заболевания гриппом все еще актуально. Между тем, российские медики прогнозируют, что в этом году вот этот дамоклов меч гриппа будет висеть над нашей страной как никогда долго, с декабря по апрель месяц включительно. Ну а на заседании в мэрии тем временем шла речь и о том, каким образом неплохо было бы, вернее, провести мониторинг заболеваемости школьников во всех учебных заведениях столицы республики. Ведь дело в том, что сейчас карантин, или вернее сказать, это не карантин, а профилактическое мероприятие в виде продления осенних каникул, применено было ко всем абсолютно школам, безотносительно к тому, болеют там дети или нет. Наверное, это не совсем правильно. Получается ведь, как в известном анекдоте о температуре в среднем по больнице. Если даже снижение будет, то мониторинг по каждой школе. Каждая школа, вот допустим, у нас отрыв очень большой, так, допустим, от большого скопления населения в Табаге, в Кангаласах. Там может быть и не такой порог не преодолен даже. Мы им каникулы делаем, а у них может быть позже будет. Разобщение это хорошо, конечно, вот когда массово. Поэтому по каждой школе надо индивидуально, вот как вы говорите, мониторинг это. От городских. Посмотрите, Когда по с школам понедельника тоже будем да, отслеживать мониторинг каждая детей. школа будет сдавать отчет о количестве и будет заболевших. принимать потом решение, каждая школа Индивидуально по индивидуально. каждой школе, да. Табагинская, допустим, маленькая школа, 45 там детей. Там, может быть, никто не Никто не болеет, а все болеет. на каникулах сидят. И это мы каждый индивидуально.
Каникулы в школах, еще раз повторюсь, это все-таки не карантинное мероприятие, а профилактическое. В этом же перечне профилактических мероприятий и медикаментозные средства. С сентября по всему городу, в общем-то, ведется вакцинация населения, или вернее сказать, отдельных групп, отдельных категорий жителей столицы республики от гриппа. Михайловна, у нас уже с 2001 года не было эпидемии гриппа. Но у нас благодаря порог хорошему вакцинированию. как раз охвату вакцинопрофилактикой. В этом году, вот если считать вот тот эпидсезон, то есть января, у нас всего 53 случая гриппа. Это вообще мизер. У нас в основном ОРВИ идет, поэтому сказать, что мы, вот как раз вот если мы будем вот так вакцинировать, продолжать, То есть мы за ЗОЖ. мы как раз это опять избежим эпидемии гриппа. ОРВИ не страшна. В конце концов, от нее можно ведь и предохраниться. В том случае, если вы питаетесь калорийно и витаминизированной пищей, если вы немножко хотя бы закаляетесь, то, в общем-то, риск заболеть, подцепить этот недуг серьезно снижается. Ну, а от гриппа есть вакцина. Вакцинация детей, групп вот тех профессиональных, которые должны быть обязательно здоровыми, тут более-менее понятно, все это мэрия этим занимается. Как быть остальным? Ну, остальные группы, они, вот, работники предприятий, они могут как бы организовать, то есть руководитель, работодатель может организовать закуп, приобретение вакцин и пригласить или наших работников медицинских, и им сделают, делают вакцину. А вакцину можно приобрести в Центре иммунопрофилактики, это по адресу Аюмского 5, это здание магазина «Престиж». А также можно еще узнать в ООО «Миссия», это в Аюмского 9. Год назад буквально мы в это время, ну и я так думаю, вы тоже, вовсю рассказывали о птичьем гриппе. Куда он делся? Ну, вообще-то, единичные случаи вот, птичьего гриппа вот, в Юго-Восточной Азии еще регистрируются. Но это, дело в том, что это как бы эпизоотия, да, то есть это возбудитель сейчас пока вызывает болезнь по большому случаю только птиц. Поэтому надеемся, что если как бы если власти тех стран как бы примут меры, и возможно оно и останется как бы эпизоотией, да, чтобы самое главное, чтобы этот возбудитель не научился передаваться от человека к человеку. Если это такое свойство приобретет, это, конечно, будет большая эпидемия. Ну, в принципе, сейчас реально опасности нет. Ну, пока у нас, как нам сообщают эксперты ВОЗ, пока нет такого случая, чтобы возбудитель передавался от человека к человеку. Ну что ж, сегодня мы повторили лишний раз то, что многие из вас, ну, если не все, прекрасно знают и без того. Знают, но 2000 горожан, тем не менее, все-таки подцепили этот недуг, который называется ОРВИ. В заключение передачи я хочу пожелать вам все-таки не болеть, не чихать. Ну, а на сегодня все. До завтра.